Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинцы помолились о здравии земляков, участвующих в специальной военной операции на Украине. Молебен прошел в церкви Николая Чудотворца в микрорайоне Южный. Что из наказов избирателей выполнено и что еще предстоит сделать? Депутат Госсовета Коми посетил Инту. На какой промежуток времени хватит запасов топлива и продуктов? Сколько времени город может существовать без поставок извне? Эти и другие вопросы отработаны в ходе учений по гражданской обороне. В центре города будет установлена новая 18-метровая ель. Праздничное искусственное дерево Инте подарили энергетики. Пятый канал проводит творческий конкурс ко Дню матери. Победители и призеры получат сладкие подарки. С начала специальной военной операции интинцы принимают активное участие в боевых действиях. В октябре была отправлена группа призванных по частичной мобилизации. Жители Приполярья делают все, чтобы поддержать воинов. Дети пишут письма, мастерицы вяжут теплые вещи. На базе ДСАФ создан сбор вещей первой необходимости. Волонтеры готовы оказать помощь членам семей участников СВО. В микрорайоне Южный по инициативе иерея Иоанна, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца, прошел молебен о здравии всех интинских бойцов. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Принесите, Господи, Сынове Божий, принесите, Господи, Сын Иовни. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Несмотря на то, что молебен был запланирован на будний день и прошел в микрорайоне Южный, поставить свечку за здравие интинских мобилизованных и добровольцев пришли как прихожане храма святителя Николая Чудотворца, так и горожане. Сегодня батюшка, отец Иоанн, пригласил, организовал молебен о наших воинах. Мы переживаем, думаем о них, хотим, чтобы они вернулись домой и хотим помочь всеми силами духовными, думали о них сегодня, говорили молитвы. И, конечно, это поможет их скорейшему возвращению домой. Я пришел помолиться за тех, которые кровь проливают в Донбассе, откуда я сам родом. И у меня там тоже родня живет, они тоже вот воюют. И я вот за них пришел помолиться. Дай Бог им победить этих фашистов, и чтобы мир наступился везде. Я регулярно хожу в храм, и молились мы сегодня за наше воинство, за наших погибших, за наших воюющих парней, отцов. Считаете, что молитва поможет? Однозначно. В этом случае молитва самая эффективная, что может помочь. Святитель отче Николае, моли Бога о нас. Святитель отче Николае, моли Бога о нас. Великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иерей Иоанн в молебне поименно упомянул всех призванных по частичной мобилизации и отправившихся добровольно. Попросил у небесных сил защиты и поддержки военнослужащим для исполнения ратного долга. Господь благодать да силою сия, пройдите мужно забранивные волчения невредимы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами собрались, чтобы помолиться о наших воинах, которые пошли на брань. Казалось, что нас эта беда не коснется. Казалось, что все прошло, наши деды, наши прадеды победили врага, победа за нами. И мы жили спокойно и не думали.
И вот беда пришла на наш порог. Враг опять ополчился на нашу родную землю, опять хочет ее забрать, и не только забрать, а покусился на самое сокровенное, на нас с вами, на нашу идентичность, на нашу личность, на наше мировоззрение, на наши ценности, на наше с вами православие. То есть враг хочет не только наши земли, земли мы ему так ему отдали в 90-е годы, они и так качали газ и нефть себе, но это было мало, надо забрать и нашу с вами душу. Надо все изменить, полностью извратить. И вот сейчас, как и раньше, наши отцы, братья встали на защиту нашей Родины. Дай Бог крепости духа, дай Бог, чтобы никто не смолодушествовал, и чтобы с честью выполнили свой воинский долг. А наша задача, конечно же, молиться и еще раз молиться. Надо просыпаться. Пора настала уже проснуться нам. Потому что, как мы жили до этого, жить нельзя. Потихонечку, вы, наверное, сами смотрите, наше общество превращалось в каких-то животных. Нас делали какую-то скотину, чтобы только ели, пили, веселились, наслаждались жизнью. И все. Ну так нельзя. Господь не для этого человека создал, чтобы мы жили как поросята, как свиньи. Мы же люди. Мы же люди. И вот надо сейчас просыпаться. В первую очередь внутри нашей многодарной страны. Надо объединяться. Россия – православная страна. С самого зарождения государственности мы отстаиваем свои границы с верой в Бога и заступничество Пресвятой Богородицы. И, конечно же, с молитвой на устах. Вы слышали же, что в окопах атеистов нету. Вот. Или те люди, которые сталкиваются с смертью, то, конечно же, там очень-очень маленький процент, которые неверующие. Те люди, даже которые были неверующие, они обращаются к Богу, они молятся. Даже те воины, я знаю, которые шли на таран, которые отдавали жизни в Великой Отечественной войну, то есть у них были слова: «Господи, прими нас такие, какие мы есть». Вот. Хотя время было атеистическое, время было коммунистическое, а люди шли с верою и с молитвой. И, конечно же, я думаю, что без Божьей помощи, без помощи святых наших угодников мы, наверное, с вами не победили. Как мы знаем по истории, какой враг сильный, какой враг коварный. Вот. Буквально война была недавно, Великая Отечественная. Получается, какие были силы против нас. Но с Божьей помощью, с молитвой, даже Сталин, мы с вами знаем, когда обращался, когда началась война, со словами «братья и сестры» он обращался. И после этого, как началась война, храмы открылись, священники были выпущены с тюрем, и народ пошел в храмы. То есть было столько людей в храмах, то даже не помещались все желающие. И очень много было чудес, знамений с неба. Есть даже книги написаны целые о чудесах, которые были именно в Великую Отечественную войну. Недавно был праздник у нас с вами, 4 ноября, День Единства России. Праздник и Казанской иконы Божьей Матери, где также казалось, что Россия стоит на грани гибели, казалось, что все уже, конец, уже польский сын сидит в Москве, за него уже в храмах его имя произносят, все. А цель была у поляк забрать нашу веру православную, а обратить в католицизм, в лютеранство. Вот. Но народ с помощью Божией, с помощью нашего патриарха Гермогена, который, как Набат, говорил людям русским, чтобы они вставали на защиту нашей Родине, и вот они встали под знамена нашего Дмитрия Пожарского, знаем, Кузьма Минина, называется же народное ополчение. И с помощью Казанской Божьей Матери, когда пришло именно ополчение с Казани, и образ принесло, то есть Москва была освобождена от поляков, и враг был также разбит. И сейчас
тоже мы с вами боремся именно за нашу с вами веру. То есть врагу нужна уже наша душа. То есть газ, нефть они уже нас забрали, когда развалили союз. Но этого оказалось мало. Нужна наша душа, нужна наша нравственность, нужна наша традиционная, законы традиционные, которые даны Богом. И хотят это все извратить, хотят все забрать. И кто это хочет сделать? Конечно же, враг исконный, дьявол. Потому что все, что естественно, это от Бога. А все, что противоестественно, это все от дьявола. И поэтому дьявол ополчился на нашу с вами многострадальную Святую Русь. Поэтому сегодня молились за наших воинов, молились за наших ребят, которые пошли именно встать на защиту от этого всего, от этой гадости. Вот. И, конечно же, освободить землю от фашизма. Как мы с вами знаем, что мы молимся именно опять с тем злом, с которым боролись наши деды, наши прадеды. Вот. И поэтому, я думаю, с честью, с Божьей помощью, конечно, с молитвами должны выйти победителями. Я в это свято верю. Аминь. Часть мужского населения Инты отстаивает интересы страны за пределами родного города. Это частично мобилизованные добровольцы и контрактники. Военнослужащим и их близким оказывается всесторонняя поддержка и помощь. В администрации Инты курируют каждую такую семью. Члены семей военнослужащих имеют право на меры социальной поддержки в первоочередном порядке и в сокращенные сроки. Информация об оказываемой помощи оперативно размещается в социальных сетях. Для того, чтобы ее было легче отслеживать, в официальной группе ВКонтакте администрации города появилась вкладка в разделе обсуждения под названием «Мы вместе. Поддержка мобилизованных и их семей». Там аккумулируется вся важная информация. Для оказания адресной помощи в администрации создан координационный совет при главе городского округа Инта руководителя администрации Владимире Киселеве. Цель создания этого совета – это решение вопросов по дополнительным мероприятиям реабилитации и социализации лиц, которые выполняют сейчас или ранее выполняли задачи в ходе специальной военной операции, а также членов их семей. Категории, с которыми ведется работа в рамках помощи и поддержки, это, конечно, сами мобилизованные граждане, это члены их семей, добровольцы и их семьи. Также, к сожалению, у нас есть в городе раненые, которые вернулись в зоны проведения СВО. И, конечно же, военнослужащие по контракту. В настоящее время проводится работа по информированию. То есть самая главная задача, чтобы семьи военнослужащих знали, куда они могут обратиться, с какой помощью. Мы всем говорим, мой номер телефона 63650, куда можно позвонить в рабочее время и задать любой вопрос. То есть мы готовы на любую помощь. Напомним, что семьи военнослужащих имеют право на ряд республиканских и муниципальных компенсаций. Об этом они были индивидуально проинформированы. Семьи военнослужащих также проинформированы об обеспечении бесплатным питанием школьников и компенсации родительской платы в детских садах. Это помощь, дополнительная социальная помощь утверждена постановлением Республики Коми, и она была очень своевременной, и эта реальная помощь очень позитивно воспринята нашими семьями. На очередном заседании Координационного совета, которое было недавно, мы приняли решение также о следующих мерах поддержки. Это бесплатные абонементы в спортивные наши организации, пригласительные билеты на культурно-массовые мероприятия. Также, конечно, детям военнослужащих будут предоставлены новогодние подарки. Самое главное, чтобы они, те, которые остались здесь, у нас чувствовали помощь и поддержку всегда. В середине октября интинцы проводили мужчин, призванных на службу в рамках объявленной частичной мобилизации. На базе интинской автошколы ДСААФ продолжает работу пункт приема вещей, продуктов питания и медикаментов для интинцев, призванных по частичной мобилизации. Пункт сбора помощи у нас уже открыт давно на базе ДСААФа. Конечно, все интинцы, в том числе и простые люди, и предприниматели очень активно включились в эту работу. Очень много было всего собрано, очень много было отправлено также в Санкт-Петербург через предпринимателей, которые у нас там живут в Санкт-Петербурге. И, в общем, все, что было необходимо, было приобретено. Но я думаю, этого, наверное, все равно еще пока недостаточно. Будет поступать информация оттуда, если будет возможность получить эту информацию. Конечно, мы будем продолжать и отправлять то необходимое оборудование, которое нужно нашим ребятам.
На прошлой неделе военнослужащие из Коми, находящиеся на боевом слаживании в Каменке, в числе которых и интинцы, получили дополнительную экипировку от правительства республики. Следом пришла гуманитарная помощь из Инты, в рамках которой наши мобилизованные получили тепловизор и квадрокоптеры. Инту с рабочим визитом посетил депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Он побывал в нескольких общеобразовательных, дошкольных и культурных учреждениях, автошколе ДСАФ, встретился с руководителями и коллективами организаций, провел ряд совещаний с мэром Интинского округа. Главная цель визита – проконтролировать выполнение наказов избирателей. Посещая городские объекты, депутат Госсовета Коми побывал в Интинской автошколе ДСАФ, на базе которой развернулся пункт сбора помощи для мобилизованных. Люди продолжают приносить вещи, продукты и медикаменты, которые могут понадобиться нашим военнослужащим. В благотворительной акции приняли участие жители со всего Интинского округа, в том числе из сельских населенных пунктов. Откликнулось огромное количество интинских семей, пожилых граждан, трудовых коллективов и учащихся образовательных учреждений. По информации, которая у нас есть сегодня, обязательства, которые на себя взяла республика, выполняются. Может быть, не всегда сразу там день в день, какие-то задержки бывают, потому что смена времени года, люди пришли в сезонном обмундировании, нужно зимнее, какие-то задержки бывают, но тем не менее эти вопросы решаются. Я сегодня был в пункте сбора гуманитарной помощи. Я сегодня встречался с работниками социальной защиты, которые работают с семьями мобилизованных и с самими мобилизованными, через которые идут выплаты. Работа в Инте начата, она поставлена, люди понимают задачи, которые перед ними стоят, и относятся к ним очень ответственно. Во всяком случае, после сегодняшних встреч я могу сделать такой вывод. Ну а сама по себе инициатива, когда граждане идут и хотят оказать посильную помощь, это очень важно. И у нас есть и в Сыктывкаре такие моменты, и в Инте. И интинцы, которые проживают в Сыктывкаре, ветераны Инты, они тоже занимаются оказанием помощи нашим военнослужащим. В ходе двухдневного рабочего визита в Инту депутат Госсовета Республики Коми посетил несколько интинских детских садов, школ и гимназий. В этом году по наказам избирателей в ряде учебных заведений усовершенствована материально-техническая база. Появилась новая мебель в школьных столовых. В гимназии номер 2 приобретены современные многоместные обеденные столы со скамейками. Александр Попов лично пообщался с учителями, детьми и узнал, насколько удобна мебель в использовании и комфортно ли школьникам сидеть за такими столами. Главная задача – это проконтролировать ход исполнения депутатских наказов. Есть о чем сказать. Вчера мы работали в детский садик «Родничок», 10-я школа, детская библиотека. Сегодня ДСАФ, сборный пункт помощи для мобилизованных и их семей. 2-я гимназия, 3-я гимназия, ну и, возможно, и 9-я школа. Посмотрим, как там по времени получится. Посмотрели ход подготовки к Новому году, что тоже очень важно, потому что в Инте всегда был замечательный снежный городок, зимний городок. И есть уверенность, что в этом году будет что-то новенькое, интересное, что порадует интинцев. Но здесь сегодня, во 2-й гимназии, мы в связи с тем, что в рамках исполнения депутатских наказов сюда поставлен комплект столового оборудования, то есть кухонные, не кухонные, а обеденные столы со скамейками. И сегодня столовая 2-й гимназии укомплектована полностью. Мы сейчас видели, как детки там принимали пищу. Им нравится сидеть за новыми столами. И они все проходят такие «Здравствуйте, здравствуйте». При подготовке к новому учебному году всегда выявляются какие-то проблемы. И эти проблемы мы стараемся решать в течение всего учебного года.
Укрепление материально-технической базы – это такой очень важный и большой блок работы, от которого, в принципе, зависит и успешность образовательной организации. В этом отношении нам помогают не только субвенции из республиканского бюджета, но и такие хорошие проекты, как народный бюджет в школе. И вот в этом году мы участвуем в проекте исполнения наказов избирателей. По наказам избирателей у нас в этом году обновляется материально-техническая база в школьных столовых. В школе номер 8, в гимназии номер 2, в гимназии номер 3 и в школе номер 9. В школьной столовой сейчас уделяется очень большое внимание, потому что вопросы питания находятся на федеральном контроле. И не только качество пищи, но и внешний эстетический вид и соответствие санитарным требованиям – это необходимо. Поэтому то, что мы увидели сегодня в столовой гимназии 2, это новая, хорошая мебель, которая не только благоприятна по цвету, но и по исполнению, закругленные края, пониженная травмоопасность, удобная ширина стола для того, чтобы дети могли сидеть спокойно и несколько тарелок стояли рядом с ними. Поэтому надеюсь, что эти проекты и дальше будут реализовываться, и наши образовательные организации, школы, сады, учреждения доп. Образования в них всегда будут принимать участие. Напомним, год назад Госсовет Коми внес поправки в закон о статусе депутата, дав возможность жителям региона инициировать проекты с целью получения бюджетных средств на воплощение в жизнь самых актуальных из них. Интинцы, как всегда, проявили активность, и уже сейчас идет формирование перечня наказов на 2023 год. Мы сейчас работаем над программой по депутатским наказам на 2023 год. Там есть вопросы, которые требуют предварительной проработки. Прежде чем включать в программу, нужно убедиться в том, что эти наказы исполнимы. И поэтому вот сегодня с Владимиром Алексеевичем работали. Мы предполагаем, что в будущем году мы сумеем заменить полы в детской библиотеке. Мы рассчитываем привести в порядок пространство между Кирова-27 и Кирова-29 и сделать там нормальный сквер. В поле нашего внимания футбольное поле около 5-й школы. Там поэтапно требуется, может быть, даже побольше денег, но сделать освещение и подготовить к следующему шагу. Поэтому вот этот вот сфера, этот круг вопросов мы сегодня рассмотрели, в том числе побывали в ДОСААФ. Кроме сбора помощи, мы еще смотрели помещение, где можно восстановить тир для того, чтобы подготавливать там детей, возможно, до призывников. Это в Инте было, потом это было утрачено, и сейчас рассматривается возможность, как вместе с ДОСААФ восстановить, сделать это действующим объектом, который будет работать на интересы города. Депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов внимательно следит за исполнением наказов. В Инту он приезжает регулярно, и программа его рабочего визита всегда насыщенная. На территории округа прошли командно-штабные учения по гражданской обороне. В рамках тренировки на практике была отработана ликвидация последствий повреждения объектов энергетики. На Интинской ТЭЦ аварийно-спасательные формирования устраняли возгорание. По легенде учений, в результате применения современных средств поражения нанесен удар по подстанциям Инта-220 и Интинская ТЭЦ, в результате чего произошло полное прекращение подачи электроэнергии в городе. А на территории ТЭЦ была разрушена подстанция. Предприятию пришлось отключиться от внешней сети, перейти в режим выживания. Согласно учению, современным состоянием поражения поразили у нас АРУ 35 киловольт, где находится непосредственно 3 трансформатора связи. 2 трансформатора связи, 1 разделительный трансформатор. То есть трансформаторы связи у нас обеспечивают связь с внешними линиями 35 киловольт и с единой энергосистемой. Разделительный трансформатор у нас предназначен для ЦРП 6 киловольт и потребителей, которые непосредственно запитаны оттуда. Так как у нас произошло поражение данного объекта, то есть выведены из строя трансформаторы
ТС-1, ТС-2 и трансформатор разделительный. Соответственно, с энергосистемой у нас прекращено энергоснабжение. Турбина, которая на данный момент на Интинской ТЭЦ существует, выделилась на собственные нужды с сохранением их, то есть 3 мегаватта. Произошло возгорание, вызвана пожарная охрана. Собственными силами бригады НАСФ произведены работы по обваловке и недопущению распространения пожара. Экстренные службы, ИРЭС, пожарная охрана, скорая помощь и ОМВД отработали схему непосредственного устранения чрезвычайной ситуации на территории Интинской ТЭЦ. Первыми на место условного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые перекрыли движение и дали возможность машинам пожарной охраны беспрепятственно проехать к ТЭЦ. По словам директора предприятия, огнеборцам потребовалось 3 минуты, чтобы добраться до условного пожара. Аварийно-восстановительными бригадами электроцеха произвели необходимое отключение для восстановления и удержания непосредственно Интинской ТЭЦ на собственные нужды. Также выдвинулась бригада аварийно-восстановительная района тепловых сетей для минимизации потерь станции. То есть отключен трубопровод южный в Ю-5 и трубопровод соединяющий западный в ПР-22. Соответственно, город сжался, меньше у нас расход собственных нужд пошел, воды. То есть мы перешли в режим выживания. По остаткам топлива, который на данный момент хранится на Интинской ТЭЦ, в данном режиме можем существовать 45 суток. По тренировке персонал отработал все действия правильные, замечаний нет. По условиям учений в ходе взрыва и пожара пострадавших не было, поэтому неотложная медицинская помощь не понадобилась. Основные действия персонала Интинской ТЭЦ были направлены на минимизацию ущерба. Так как предприятие вырабатывает электроэнергию для собственных нужд, а излишки выдает в город, им необходимо было срочно перенастроить схему и при этом не прекратить подачу отопления. У нас турбина находится на шинах ГРУ 6 киловольт. Это непосредственно не в том месте, где произвелся ракетный удар. То есть турбина выделилась на собственные нужды. То есть на Интинской ТЭЦ напряжение осталось. То есть мы перешли в режим выживания, то есть изолировались от энергосистемы. Соответственно, мы продолжаем давать тепло. Единственное, что у нас прекратились линии связи. Сейчас на данный момент с РЭСом разрабатывается схема по запитке с линии резервного питания ЦРП для подачи 2 мегаватт, которые мы можем выдать в город. Вследствие произошедшего пожара ТЭЦ начала вырабатывать электроэнергию только для собственных нужд. В то же время микрорайоны Южный и Западный в целях стабилизации работы отключены от отопления. Жители при такой ситуации эвакуируются в город в специальные зоны для размещения населения. Подробнее данный вопрос обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло сразу вслед за практической тренировкой. В 12:30 11 ноября 2022 года в ЕДДС администрации МУБО-НТА поступила информация о том, что в результате применения вероятным противником современных средств поражения по зданию открытого распределительного устройства подстанции НТА и Интинской ТЭЦ произошло полное прекращение подачи электроэнергии в МУБО-НТА. Предварительное время восстановления 30 суток. Специалисты и руководители подведомственных организаций и предприятий выступили с информационными докладами о мерах, которые были ими предприняты для организации бесперебойной работы и помощи населению. По сообщениям Интинской ТЭЦ отрабатывали, когда они запитали ЦРП 6, по линиям 6 киловольт номер 10, 1 и 4, запитали социально значимые объекты, совместно с Интинской ТЭЦ контролировали нагрузку, то есть там запитали хлебозавод, потом заправку ОВД, по 4-й линии запитали скважины, чтобы для последующей подачи воды для Юстидора. И в этом направлении было задействовано, у нас оперативно-вызывная бригада 2 человека и диспетчер, который курировал, переключение для того, чтобы 2 мегаватта распределить по социально значимым объектам. Приняты меры по выписке больных, которые могут находиться на амбулаторном лечении. Дополнительно развернуто 150 коек для приема больных и пострадавших. Параллельно проводятся работы по подготовке защитного сооружения для эвакуации населения. И, как мы говорили, клиенты ДП у нас размещаются по Мира 10, корпус 2, в здании бывшей детской больницы. В
В случае подобных чрезвычайных ситуаций будет организовано информирование и оповещение населения о принимаемых мерах по ликвидации последствий и дальнейших действиях. Привлечение автотранспорта 5 автобусов ПАС индивидуального предпринимателя Иванова Алексея Геннадьевича. Усиление охраны общественного порядка, выставление постов на пунктах временного размещения. СМС-информирование населения о чрезвычайной ситуации, выполняемых мероприятиях по ведению аварийно-восстановительных работ и смягчению последствий чрезвычайной ситуации. Информирование населения с использованием автомобилей МВД России города Инта, 33-й пожарно-спасательной части МЧС России с громкоговорящими устройствами. Напомним, что разработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа. В его рамках определен состав сил и средств, привлекаемых к действиям в зоне возможной ЧС. Город готовится к Новому году. На днях Инта получила ценный подарок. В рамках социального партнерства за счет средств ПАО «Ты плюс» была приобретена праздничная ель, которая будет установлена на площади Ленина. Новогодняя ель уже доставлена в Инту. На данный момент она хранится на складе подрядной организации, которая выиграла аукцион на обустройство снежного городка. Ближе к празднику специалисты приступят к сборке новой 18-метровой конструкции. Старую ель решили не выкидывать. Ее планируют привести в порядок и установить в одном из микрорайонов. По старой конструкции вопросы были уже давно и постоянно проводили реконструкцию, модернизацию, то есть организация, которая устанавливала, постоянно придумывала, чтобы она была в рабочем состоянии, так сказать, и чтобы на Новый год у нас елка была. В прошлом году у нас была договоренность по ПАО «Ты плюс», что в рамках соцпартнерства они нам закупят елку. Вот в этом году елка закуплена, гирлянда закуплена и световые конструкции также закуплены. Елка уже пришла, все остальное подойдет буквально вот на днях. Сейчас мы посмотрели, все, вроде как все пришло. Сейчас организация, которая будет устанавливать, проверит комплектацию и буквально на днях уже будем собирать. Конструкция новая, большая, собирать, я думаю, придется более долгий период, чем старая. Но мы соберем, к Новому году обязательно будет стоять новая елка, новая гирлянда на площади. Поэтому будет жителей радовать со старой елкой, со старой конструкцией. Сейчас подумаем, если она еще в рабочем состоянии, я думаю, мы ее тоже будем использовать. Елка в любом случае новая лучше всегда. Поэтому по высоте, судя по документам, высота у нее немного больше будет. Ну, другие как бы там уже, скажем так, иголки искусственные, более такие симпатичнее. Ну, по срокам к Новому году в любом случае мы соберем. Как бы конструкция новая, будут сотрудники собирать уже по факту, как получится. То есть я думаю, что мы в течение дней 10 уже начнем там сборку на площади. Потихоньку будем собирать, и я думаю, что соберем. В ближайшее время ожидается поступление в Инту новогодних световых деревьев для уличной декорации и красочных гирлянд с шарами, которыми украсят новую ель и центр города. Праздничные украшения приобретены также за счет средств ПАО «Ты плюс» в рамках социального партнерства между муниципалитетом и энергетической компанией. К строительству и оформлению снежного городка подрядная организация планирует приступить во второй половине ноября. От фейерверка в новогоднюю ночь в Инте, как и во многих городах страны, решили отказаться. Традиционные утренники и акции по вручению подарков детям от руководства города никуда не денутся и пройдут в обычном режиме. От салюта мы отказались, у нас были денежные средства заложены, но мы от салюта отказались. Все мероприятия в школьных, дошкольных учреждениях будут проводиться, они для детей и обязательно будут. На площади, площадь будет украшена, площадь будет оформлена. По именно мероприятиям в новогоднюю ночь пока не отменяем, но еще точно сказать не могу, будет или не будет. По словам руководителя подрядной организации, праздничный снежный городок будет примерно таким же, как и в предыдущие годы, с горками, фигурами Деда Мороза и Снегурочки. А вот новогодняя елка, которую установят в центре города, будет на несколько метров выше по сравнению со старой.
Мама – первое главное слово для каждого из нас. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет. Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник выпадает на 27 ноября. Специально для наших зрителей мы подготовили конкурс. Ждем от интинцев поздравления в адрес всех мамочек. Это может быть любой творческий подарок – видео, рисунок, фотография или поделки. Условия конкурса просты. Быть подписанным на группу «Пятый канал Инта» и нашего спонсора «Торты Инта» в социальной сети ВКонтакте. Телестудия «Пятый канал» вернулась к хорошей традиции, которую мы начинали несколько лет назад, еще до пандемийного периода. Это проведение конкурсов в социальных сетях в нашей группе ВКонтакте. Конкурсы всегда пользовались спросом, всегда пользовались интересом, всегда были наполнены именно участием интинцев и их фотографиями, их результатами их труда. В этот раз мы хотим провести конкурс для мам и для их детей. Совсем скоро у нас будет День матери. Это праздник празднуется в последнее воскресенье ноября. Наверняка многие дети готовят своими руками подарки своим мамам, возможно, запишут для них какие-то ролики. Мы хотим совместить приятное и полезное, чтобы результаты вашего труда увидели не только ваши родные, близкие и друзья вашей семьи, но и все интинцы. В День матери мы объявим несколько победителей, которые получат сладкие призы от кондитера Марии Думих. Мастер уже помогала нам в проведении подобного конкурса, и тогда мы получили много приятных отзывов в адрес ее продукции. Начиная с 8 ноября мы принимаем у себя в предложке или, возможно, в личных сообщениях группы администраторов ваши поделки, ваши рисунки, ваши видеозарисовки. Речь идет не только об участии маленьких интинцев. Мама есть у всех. Конечно, мы больше ориентированы на детей, и приз у нас будет, скажем так, приятный именно детской категории. Это торт, но и в 17, и в 16, и в 15 лет это тоже дети, и они тоже хотят поздравить маму, и мы будем рады, если вы свое поздравление именно сделаете через группу Пятого канала. Хочу сразу отметить один нюанс. Нам стали, как только мы заявили о проведении конкурса, нам стали поступать вопросы. Один из которых был, а не будет ли так, что кто-то выдаст за свою поделку из интернета. Чтобы такой ситуации не произошло, поэтому просим те рисунки, те поделки, которые вы предлагаете нам в предложке, не выкидывайте, пока не дарите, сфотографируйтесь с ними или же на их фоне, и уже чтобы можно было как-то доказать, что это именно результат вашего творчества. Присоединяйтесь к конкурсу и поздравьте родного человека. Все работы будут опубликованы на стене нашей группы и в отдельном альбоме. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на Пятом канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.